Армейские и международные игры – военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран. Впервые они состоялись в 2015 году. С тех пор каждое лето количество дисциплин и стран-участниц постепенно увеличивается. Для военных армии являются своеобразными Олимпийскими играми. Равняйсь! Мирно! Товарищ генерал-полковник, все лиц незаконно отсутствующих нет. Вольно. Вольно! Команда Вооруженных сил Республики Абхазия в количестве 80 человек готова для участия в армейских играх 2022. Наша сборная впервые едет в таком расширенном составе. В этом году есть новые виды конкурса, и абхазские военнослужащие принимают в них участие. Например, армия культуры, где будут представлены быт, традиции и культура абхазов. Как настрой? Так, все на месте. Ничего не забыли. Паспорта при вас. Вещи. Команда Вооруженных сил Абхазии уже третий год участвует в международных армейских играх. В конкурсе «Снайперский рубеж» впервые. Несколько недель абхазские стрелки проводили тренировочные стрельбы на полигонах Министерства обороны Абхазии. Данный конкурс будет проходить на территории Венесуэлы. Наша команда принимает участие впервые в данном конкурсе. Нами отобраны и подготовлены специалисты, которые будут бороться за призовые места на данном конкурсе. Транспортировка в Венесуэлу осуществляется благодаря нашим коллегам из Министерства обороны Российской Федерации, в частности, военно-транспортная авиация. Конкурс «Снайперский рубеж» состоит из 4 этапов – индивидуальный, парный, командный и самый быстрый зачет. Может, у наших офицеров и курсантов небольшой опыт в этом виде конкурса, зато высокий боевой и моральный дух. И это поможет им состязаться со стрелками из России, Китая, Ирана. Во-первых, для нашей команды это большой опыт. Надеемся на хороший результат. Будем бороться с такими командами, которые ежегодно борются за первые места. Это команды России, Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана и так далее. Старший лейтенант Астамур Гогуа, один из абхазских снайперов, впервые участвует в таком виде соревнования. Впервые на другом континенте представляет свою страну. По его словам, он и его товарищи приложат все усилия, чтобы рассказать и показать, кто такие абхазы, и что они готовы защищать свою страну и сберечь свой мир. Первый раз участвуем, занимались упорно. Все, что необходимо было записать, сделать, изучить, мы изучили на протяжении этого времени. До этого тоже мы еще занимались в ходе обучения. Будем надеяться на хорошие результаты. Ну, для Абхазии это очень даже хорошо, выехать в другой континент, в Южную Америку, и показать себя там, занять какое-нибудь призовое место для того, чтобы весь мир это тоже увидел. Если в конкурсе снайперов абхазская армия участвует впервые, то в танковом биатлоне уже имеется опыт. Лейтенант Зураб Кварчия говорит, что это очень волнительно для их команды и ответственно, так как они представляют свою страну и вооруженные силы Абхазии. Семья, друзья и сослуживцы будут смотреть «Армию 2022» по телевизору и болеть за них. И вот сейчас едем третий год, мы собрали полный состав игр, у нас 3 экипажа, то есть 9 человек. То есть основная задача у нас, чтобы выступить, как бы занять первое место. Но основная задача – это показать нашу подготовку, на что мы способны на самом деле, и представить нашу республику на мировом сообществе. В армейских играх «Армии 2022» примут участие 37 государств. Среди них и Абхазия. В перечне 36 конкурсов, в том числе национальная кухня, армия культуры, Эльбрусское кольцо, танковый биатлон, снайперы, спецрывок. С утра в Сухумском аэропорту приземлился специальный борт, на котором наша сборная полетит на армейские игры. Слова напутствия от первого заместителя министра обороны Абхазии, генерал-полковника Беслана Цвижба. Хочу пожелать удачи от имени министра обороны и от себя лично. Ждем отличных результатов. Не забывайте, дисциплина. Вы представляете нашу республику. Удачного полета! Армейские международные игры пройдут с 13 по 27 августа. Команда Вооруженных сил Абхазии настроена на победу. У ребят хорошее настроение, несмотря на то, что им предстоит мериться силами с сильными соперниками. Конечно, наша страна будет ждать призовые места, однако и этот опыт, полученный в конкурсах, будет бесценным.
Военные говорят, тяжело в учении, да легко в бою. Пусть армейские навыки и знания и опыт пригодятся не для боевых действий, а для следующих армейских игр. От Гургунба, Сария Кварацхелия, Ильдар Дамиров, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.